Добрый вечер. На канале Якутия-24 программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Сезон охоты. Какие сроки утвердили в республике на разного вида животных? Ледоход близко. По республике идет подготовка к паводковому сезону. Какую работу ведут в Ленском районе? Земский учитель. В Якутии продолжается прием заявок на участие в этой федеральной программе. Кикбоксинг 30 лет прогресса. Издание под таким названием презентовали в Якутске в рамках чемпионата и первенства России по кикбоксингу. Будь здоров фест. В Якутске организовали мероприятие ко Всемирному дню здоровья. Более 30 лет шахтерского стажа. Сюжет о профессии горного мастера на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе. Илтуман дал согласие главе Якутии на назначение первых вице-премьеров и уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера. Кандидатуру Дмитрия Бердникова на назначение на должность первого заместителя председателя правительства поддержали 39 народных избранников, против 9 воздержались 4 депутата. За назначаемого на должность первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова дали согласие 50 парламентариев, воздержались 2 народных депутата. Курируемые вопросы те же, которые курировал Алексей Засимович Колодезников. Это работа Министерства транспорта, Министерства ЖКХ, Министерства экологии, охраны природы, Госкомснрек и Государственное управление стройжилнадзора. Работа необъятная, колоссальная. Сегодня в плане стоит прохождение и окончание отопительного сезона. Также депутаты утвердили кандидатуру Константина Роббека на должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера Республики. Решение поддержал 51 депутат, воздержался 1. Но вместе с тем не только работа уполномоченного предусматривает то, что решение частных проблем, да, это и необходимо проводить анализ заявлений, обращений, анализ законодательства с тем, чтобы системные вопросы, где нарушаются права коренных малочисленных народов Севера, оставить их решение перед правительством, перед народными депутатами, перед федеральными органами государственной власти. К другим новостям, сроки охоты на животных утвердили в Якутии. Так появилась возможность передвигать сроки на Турпана с 29 мая по 4 июня. Охота на лося начнется с 15 сентября по 25 декабря. Также увеличили срок охоты на бурого медведя с 1 августа по 31 декабря. На дикого северного оленя сроки уменьшили. Они начнутся с 1 августа по 31 января следующего года. А на взрослых самцов косули разрешено охотиться с 20 августа по 20 сентября. С использованием петель можно охотиться на зайца-беляка. Кроме того, на селезней уток весной можно охотиться до 30 дней. Таким образом, в центральных, заречных и южных группах районов сроки охоты на эту птицу установлены с 21 апреля по 20 мая в Вилюйской группе, а части северных районов с 24 апреля по 23 мая. По республике идет подготовка к паводковому периоду. В Ленский район прибыла межведомственная рабочая группа для проверки готовности сил и средств Ленского звена. Подробнее наша съемочная группа. Первым делом рабочая группа провела командно-штабные учения, после чего на улице Набережная состоялся смотр сил и средств, задействованных для выполнения задач по пропуску половодья в Ленском районе. В ходе смотра было проверено знание всех подразделений своих обязанностей. Мероприятие проводится ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Сегодня-завтра проводится на территории Ленского района командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных с паводком и одновременно вызванных с природными пожарами. По итогам командно-штабного учения составляется анализ, там оценивается действие служб, организаций, предприятий, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также рабочая группа провела осмотр гидротехнического сооружения и складов взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва ледяных заторов на реке. Их сегодня в достаточном количестве. Помимо этого, проверена система оповещения. В завершении поездки состоялось совещание, на котором был подведен итог и озвучены предварительные прогнозы прохождения паводка в Ленском районе.
В целом, сегодня район готов. Мы еще дальше будем отрабатывать некоторые нюансы, и все будет нормально. Мы готовим в случае, значит, затора проведения подрывных работ. Сегодня боеприпасы готовы. Значит, подрядная организация, которая будет заниматься взрывными работами, они сегодня тоже готовы. По словам заместителя председателя по обеспечению жизнедеятельности населения Иннокентия Андросова, в этом году ситуация в Ленске сложная. Обилие снежных осадков, холодная зима как никогда повлияли на осложнение ситуации. В этом году много факторов, которые подсказывают, что будет сложный ледоход. Почему? Потому что территория Ленского района много снегозапасов. Это уже четко сказано. Всю зиму он был красный, выше нормы. Так и стоит. И сейчас. И второй, значит, более немаловажный фактор – это торосообразование на реке. Это может, конечно, в сложных участках реки образовать заторы. Я как-то вот давно работаю в этой области и считаю, что заторы будут в этом году, наверное, крепкие. Точные даты вскрытия реки пока не озвучены. Это будет известно после 17 апреля. Уже на следующей неделе в Ленск приедет оперативная группа МЧС и представители правительства. Начнется совместная подготовка к паводку. По словам Иннокентия Андросова, будут приложены все усилия, чтобы не допустить затопления города. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. 1 апреля стартовала очередная призывная кампания на службу в ряды российской армии. К примеру, в Нерюнгри на комиссию будут вызваны более 320 человек, из них более 80 планируют направить на комплектование в ряды вооруженных сил. Предыдущие комиссии показывают довольно высокий процент годности молодых людей к службе. Призывники предпочитают поступать в такие виды войск, как военно-морской флот, спецназ, десантные войска. Но тут многое зависит не только от состояния здоровья, но и от результатов профессионально-психологического отбора. После прохождения призывной комиссии в Нерюнгри ребята отправляются в Якутск, где попадают под дальнейшее распределение. Приятно видеть призывников, которые возвращаются через год сюда в военкомат, уже становятся на учет граждан, пребывающих в запасе. И уже смотришь, это совсем не те юнцы, которые год назад уходили. Это уже более зрелые молодые люди. Видно даже по их взгляду, видно даже по тому, как он с тобой разговаривать начинает, как он строит свою речь и вообще, как он себя ведет. Видно, что все-таки год даром не прошел. Вот. Поэтому хочу сказать молодым людям, службу в армии пройти надо. Прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» продолжается в Якутии. Всего на этот год выделено 16 вакансий, в том числе в арктических и северных районах республики. Там требуются учителя биологии, химии, математики, английского языка, физики, информатики. Программа направлена на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций, находящихся в сельских населенных пунктах. Всего за период реализации программы, начиная с прошлого года и по 2022 год, в республике предусмотрено 50 квот. Ну а по программе «Земский врач» в Якутии запланировано 137 квот, из них врачей 110, фельдшеров 27. В программу также включаются акушерские и медицинские сестры. Таким образом будут охвачены все уровни оказания медпомощи. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за 8 лет привлечены 932 специалиста, 702 из которых были направлены на работу в сельские поселения, а в Арктику выехали работать 193 врача и 74 фельдшера. Напомним, с прошлого года в регионе размер выплат медикам увеличился вдвое. Врачи, прибывшие работать в поселке городского типа села и рабочие поселка, получают по 2 миллиона рублей, фельдшера по 1 миллиону рублей. А врачам, приезжающим в города с населением до 50 тысяч человек, предусмотрено по 1 миллиону рублей и фельдшерам 500 тысяч рублей. Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, одна из задач национального проекта здравоохранения. Дополнительные меры защиты россиян от коронавируса к 9 апреля поручил подготовить премьер-министр страны Михаил Мишустин. По словам главы Кабинета министров, очень важно не допустить в России такой же ситуации с коронавирусом, как в других странах, где уже объявили о начале третьей волны. Он привел в пример страны Америки, Европы и Азии. Мишустин отметил, что в России не снижается заболеваемость COVID-19, вирус не отступил, поэтому очень важно и дальше соблюдать все меры предосторожности. Премьер-министр призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19, а не полагаться на авось. Коронавирус – это опасная болезнь. И не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел
непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. И они наверняка повторят вам мои слова. Лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий. Не надо полагаться на авось. Во всех регионах по поручению президента продолжается добровольная и бесплатная вакцинация. И надо использовать эту возможность. Тем более, что специалисты продолжают ежедневно выявлять около 9 тысяч случаев заболевания. Что касается Якутии, то за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19, из них в Якутске 20, в Алданском, Ленском, Алекминском районах выявили по одному носителю. Также, по информации оперштаба, вакцинация против ковид проводится в 44 медорганизациях республики. По состоянию на сегодня в Якутию поступило всего 102 712 доз. Использовано более 62% от поступившей в республику вакцины. На брифинге замруководителя оперштаба Ольга Балабкина напомнила о начале сезона повышенной инфекционной активности. Безусловно, весна приводит к тому, что мы начинаем более свободно себя чувствовать, и мы видим по цифрам, что, в принципе, снижение определенное есть. Но, тем не менее, могут быть и, соответственно, ситуации, которые спровоцированными нами же самими в связи с нарушением норм санитарно-эпидемиологических правил. Оценка ситуации в медицинских организациях по больным показывает на тот момент, что наиболее частыми на настоящий момент стали семейные контакты. В связи с этим больными у нас оказываются оба супруга в семье. Поэтому при первых признаках ОРВИ в обязательном порядке необходимо обращаться в учреждения медицинские для того, чтобы был определен ваш статус в целях определения дальнейшего лечения как такового. Фестиваль ко Всемирному дню здоровья под названием «Будь здоров фест» организовали в Якутске. Ключевая цель – формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни. Сюжет Алексея Лукьяненко. Данное мероприятие является ежегодным. В этом году на российском уровне оно проводится 5-й раз. На фестивале организованы несколько центральных площадок, за которыми закреплены такие консультационные врачи, как онколог, окулист, нарколог, психолог, терапевт и другие. Мы участвуем в этом фестивале «Будь здоров», поскольку наша кафедра является передовой, и нашу кафедру, соответственно, в качестве, то есть в отношении профилактики здорового образа жизни возглавляет профессор Карл Георгиевич Башарин. И благодаря ему, соответственно, мы проводим постоянно, практически везде, участвуем в подобных акциях и занимаемся активно профилактикой алкоголизма, табакокурения и наркомании. Наш фестиваль вообще проводится в СВУФУ очень много раз, ежегодно. В прошлом году в связи с пандемией, конечно, он выпал, но в рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля мы всегда проводим активно совместно с медицинским институтом, совместно с СВУФУ и многими медицинскими организациями, Минздравом, такие фестивали, встречи со школьниками, со студентами и так далее. Ну и сегодня у нас в этом году в таком формате, в формате фестиваля «Будь здоров фест» проводится наше мероприятие. Посетители фестиваля могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты Б и С, а также были станции, благодаря которым можно сбалансировать свой сон и питание. В целом все то, что отражает все аспекты здорового образа жизни. И даже наглядно посмотреть, как те или иные привычки вредят нашим органам. Например, мы вам показываем, что может случиться в результате алкогольной интоксикации. Это обморожение, самые частые травмы на условиях Крайнего Севера. Также еще у нас легкие курильщика и цирроз печени, либо же алкогольный гепатит. А также еще показываем, что под руководством нашего многоуважаемого профессора Карла Георгиевича Башарина он провел очень много исследований насчет трезвенного образа жизни в республике Саха-Якутия и подкрепил фотографиями именно людей, которые пострадали вследствие чего? Вследствие употребления наркотических и алкогольных веществ. Также в рамках всероссийской акции завтра, 8 апреля, по адресу Орджоникидзе, 10 в актовом зале пройдет открытый урок для школьников «Урок здоровья». Там же в эту пятницу в 17 часов пройдут стратегическая сессия «Хэлитон» и настольные игры на тему здорового образа жизни. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск.
Школьники и учителя Алдана также присоединились ко Всемирному дню здоровья. Медработники мобильного центра провели выездные осмотры, а инструкторы и реабилитологи преподали уроки здоровья учащимся начальных классов. Знания почерпнули и наши корреспонденты в Алдане. У педагогического коллектива школы с углубленным изучением отдельных предметов появилась возможность пройти медицинский осмотр без отрыва от производства. Электрокардиограмма, клинические анализы крови, антропометрия. В школе работал медицинский мобильный центр. Помимо обследования, осмотр включил проверку зрения и консультацию врача-терапевта. Для педагогов, пожалуйста, у нас организован мобильный центр, где сегодня они могут сдать кровь на сахар, на холестерин, пройти кардиограмму, проверить зрение и, естественно, получить квалифицированную консультацию у врача. Выездная работа мобильного центра была приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. В Алданском районе здоровью и профилактике будет посвящена неделя. В трудовых коллективах медработниками запланированы различные мероприятия. Выход на предприятие, это проведение санпросветработы, проведение открытых дней здоровья для населения, которые могут прийти в поликлиники нашего района и получить информацию о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, пройти вакцинацию по национальному календарю прививок и пройти минимум или максимум исследований, которые возможно провести в эти дни. Не похожим на учебные будни выдался этот день и для учащихся первых и вторых классов. Вместо физкультуры для ребят был проведен урок здоровья. Под руководством инструктора ЛФК дети освоили комплекс лечебных упражнений. Гимнастику и игры предварила небольшая викторина. Что для здоровья вредно, а что полезно, юные алданцы знают. Еще раз напомнить ребятишечкам, что здоровье начинается с профилактики. Чтобы не возникло заболевания, чтобы детки у нас были здоровые, больше времени проходили на воздухе, правильно питались. Ребятки разбираются и в продуктах разбираются, и в витаминах разбираются, и знают, что вредно. Но такие лукавые улыбочки вредно, но все равно же. Как сказал великий Гиппократ, многие болезни зависят от образа жизни. Образ жизни зависит от нас. Последователи учения Гиппократа добавляют, состояние здоровья зависит лишь на 10% от медицины, а на оставшиеся 90% от самого человека. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Технический институт филиала СВФУ в Нерюнгри занимает высокое место среди вузов, готовящих востребованных специалистов. Сообщается, что многие выпускники успешно работают как в городах России, так и на Дальнем Востоке в частности. Об успехах и достижениях студентов технического института в материале Екатерины Павловой. В марте текущего года нерюнгринский филиал СВФУ проходил аккредитационную экспертизу. К экспертной проверке была представлена 61 основная профессиональная образовательная программа. Наш институт прошел государственную аккредитацию, теперь сейчас нет никаких причин для волнений, особенно у студентов заочного образования, о том, что у нас не реализуются аккредитованные программы. Все у нас в порядке, все у нас хорошо, мы все с честью выстояли и прошли это государственное испытание. Переход на традиционную форму обучения после ограничительных мер в Нерюнгринском СВФУ состоялся 26 марта. Казалось бы, только закончился период научно-студенческой спячки, а наши студенты уже радуют большими успехами. Так, несколько групп студентов стали победителями конкурсов IT-хакатон и чемпионата Case-In. Участие в Case-In – отличная возможность решать инженерные задачи, без которых реальное производство сложно представить. Подняли такую проблему немаловажную, как экологическая, то есть сделали упор на переработку вторичных материалов и последующие их переработки в электроэнергию. Победителями кейса направления «Горное дело» чемпионата стала группа из 3 студентов СВФУ. Наш капитан Игнатьев Максим, он учится на ОГР, и Александр Варанкин, он тоже учится на ОГР. Нам за неделю прислали кейс. Это был рудник Удачный, и там у них были проблемы с вентиляцией. И нам нужно было рассчитать количество подаваемого воздуха в подземный этот рудник, оптимизировать затраты при проветривании и рассчитать экономическую выгоду нашего проекта.
Теперь студентов ждут новые кейсы на финальном этапе чемпионата. И у победителей будет возможность пройти практику, стажировку и трудоустроиться в отраслевые компании. Также своими успехами порадовали студенты СВФУ в конкурсе «Хакатон» – марафоне по разработке IT-проектов, где в течение 2 конкурсных дней команда из 3 человек разрабатывала веб-сервис, отвечающий требованиям озвученных направлений конкурсного отбора. Конкурс подготавливает к будущим сложностям на работе, например, то, что вам дают задачу, и вы ее должны адаптироваться под нее и быстро ее решить. Я думаю, это довольно ценный навык. Благодаря таким конкурсам участники получают бесценный опыт и знания, которые пригодятся им для развития и заложат зерно их будущего. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Владимир Путин провел встречу с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым. На встрече обсудили вопросы работы компании в сфере грузовых и пассажирских перевозок за 2020 год, а также планы и текущую деятельность предприятия. В том числе вопросы коснулись и увеличения провозных мощностей восточного полигона российских железных дорог. В частности, президент страны обратил внимание на роль Якутии в развитии этого важного для всей страны вопроса. Все подробности у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Экономическая ситуация требует активного развития транспортного потенциала российского Дальнего Востока, отметил на встрече с главой российских железных дорог Олегом Белозеровым президент страны Владимир Путин. Между тем, тот объем, который двигается на восток, имеет постоянную потребность. По словам Олега Белозерова, строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали как раз должно и решить все эти вопросы. БАМ может сейчас дать основной прирост по грузоперевозкам с запада на восток. В свою очередь, президент страны попросил обратить внимание и на потенциал Якутии для решения этих вопросов, в том числе и для развития транспортной сети в целом. Олег Белозеров отметил, что работа в этом вопросе ведется, и до 1 сентября будет подготовлена специальная программа по развитию якутского кластера. Ну и Якутию надо не забывать, потому что там и тоннель никакой не нужен, и к океану ближе тоже. Мы до 1 сентября подготовим специальную программу по развитию якутского кластера и как раз направить его в ближайшие порты в Ванино, ну и в том числе, возможно, в Приморский край. И вас прошу в тесном контакте это делать и с бизнесом, с грузоотправителями, но и с руководителями регионов, и с Кузбассом, и с Кемерово, и с Якутией, потому что и тот, и другой губернатор, и руководитель регионов на меня выходит постоянно. И, конечно, им нужно планировать вопросы и социального характера тоже. Кроме того, для развития так называемого восточного полигона разработан и паспорт инвестиционного проекта. Он касается в целом как комплексного плана магистральной инфраструктуры, так и увеличения пропускной способности железнодорожных путей на территории республики. Увеличение пропускной способности позволит в целом развивать и инвестпроекты на территории нашей республики, как сами инвестпроекты, так и социальную инфраструктуру вокруг этих инвестпроектов и, соответственно, даст дополнительное экономическое развитие, в том числе за счет новых рабочих мест, налоговых поступлений и в целом развития транспортной инфраструктуры. Сегодня отправки угольной продукции из Якутии осуществляются со станций Чульбас, Денисовский и Улак на инфраструктуре компании РЖД за пределами региона и назначением в порты Дальнего Востока, а также сухопутные погранпереходы. Реализация проекта как раз-таки позволит увеличить пропускную способность этих компаний примерно до 60-80 миллионов тонн в год до 2024 года, а также целый комплекс других не менее важных вопросов. Инвесторы готовы вкладывать средства, уже сегодня вкладывают. Нужно решить вопросы, связанные с пропускной способностью железных дорог на восточном полигоне. Мы отрабатывали на протяжении последних месяцев, в том числе и с угольными компаниями. Мы всегда с ними советуемся, потому что они непосредственно на практике сталкиваются с ежедневными проблемами. Это вопрос по участку Улак, Комсомольск на Амуре, например. Это вопрос решения участка железных дорог Нерюнгри-Бестужево, соответственно, Волочаев-Комсомольск. Понимаем, вопрос разной тяги, который при этом указан, проекты, то есть синхронизация ремонта железных дорог, строительство новых путей и, соответственно, синхронизация с объемами вводимых новых мощностей нашими угольщиками. То есть вот это вот такой вот комплекс работ, который, я бы сказал, каждый день мы отрабатываем с нашими угольными компаниями.
Всем известно еще с 70-х годов прошлого века, что качество якутского угля одно из самых высоких в стране и не только. Так, коксующаяся марка К9 сегодня одна из самых популярных в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Между тем появляются и другие новые марки угля, в первую очередь благодаря таким гигантам угольной промышленности в регионе, как Эльга-Уголь и Колмар. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев. Более 30 лет шахтерского стажа на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе работают производственники с большим опытом. Один из них – Сергей Алипченков. Нашим коллегам он рассказал о профессии горного мастера. Утренняя пробежка делает день лучшим. В этом уверен Сергей Алипченков. В городском парке его можно встретить не только по выходным. Когда ты идешь или пробежку делаешь, какие-то мысли там свои, так сказать, в голове. Вот. Ну, мысли приятные всегда, так сказать, и настроение, так сказать, улучшается, во-первых. Вот. Ну и вот люди, я замечаю, здесь вот ходят, они всегда довольны, так сказать. То есть я вот таких грустных людей-то здесь и не вижу. В день он пробегает по 5 километров, а во время смены спускается под землю на километр. На сверхглубоких горизонтах бригада занимается проходкой и подготовкой выработки, чтобы комбайн смог приступить к добыче алмазоносной руды. Работа горного мастера ответственная, требует точности. От специалиста зависит безопасность всех, кто находится на нижних горизонтах. Ну, мы сейчас произвели, значит, геометрический промер забоя. Вот, это делается для того, чтобы, так сказать, машинисты буровой установки, значит, зная параметры забоя, правильно, значит, бурили, чтобы там в дальнейшем не было переборов при уже, так сказать, взрывных работах. Шахтерской профессии Сергей Алипченков посвятил более 30 лет жизни. Большую часть проработал на Интере. Устроился сюда молодым парнем, когда рудник только открыли. Стоял у истоков шахтостроительного управления. На сегодняшний день много механизированного труда, то есть машины в основном зарубежные. А вот то, что было вот в начале, скажем так, ну, это был более физический труд такой. Вот. Ну и были совершенно другие там объемы, сейчас, так сказать, совершенно по-другому. Девиз по жизни у Сергея Алипченкова – двигаться вперед, как и задачи, которые стоят перед шахтостроителями рудника «Интернациональный». Кристина Каширина, Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Таковы итоги дня сегодня. Корреспонденты и редакторы Якутии-24 ежедневно следят за развитием событий. Смотрите нас и будьте в курсе.